Приветствую всех зрителей и подписчиков. Сегодня мы с вами посетим городок Нуоро, который находится в зоне Барбаджа. Это примерно в центре Сардинии. Начнем мы свое посещение с горы Ортобене. Возвышается она над Нуоро, и ее высота 950 метров над уровнем моря. На вершине горы находится целый парк с множеством специальных мемориальных табличек, арт-объектов, но самая главная достопримечательность – это статуя Реденторе, воскресшего Христа. Воскресший Спаситель выполнен из бронзы. Статуя 4-метровая плюс 3 метра пьедестала. Двухтонная конструкция возвышается на высоте 925 метров. Установлена она была скульптором Винченцо Джерачи в 1901 году. Сам памятник был выплавлен в Неаполе и потом по морю перевезен в Сардинию. Статуя была разделена на части, которые перевозили на телегах с быками. Лицо ребенка, спрятавшегося в ногах у Христа, по мнению автора, символизирует, что люди – только дети в сравнении с Богом. Сами жители Нуоро-Нуарези называют его чертенком или ангелочком. Каждый год 29 августа здесь проводится богослужение у подножия статуи, а также праздник и шествие в традиционных национальных костюмах. Грустная часть истории, что знаменитый скульптор, который был так вдохновлен проектом, что отказался от какого-либо вознаграждения за свой труд, не смог присутствовать на торжественной церемонии открытия самого большого монумента в Сардинии. Именно в этот день, 29 августа, неожиданно умирает его жена, Луиза Жерачи, контесса Помпеати. Ей было всего 27 лет. Раздавленный от горя скульптор потом сделает надпись на кисти Христа. Посвящается Луизе, которая умерла в то время, как ее Винченцо тебя создавал. Жители города посещают гору Ортобене не только в религиозных целях. Сюда приходят позаниматься спортом, погулять с детьми, подышать свежим воздухом, а также здесь проложено множество маршрутов для туристов и альпинистов. В парке вы найдете цитаты из произведений и памятник самой знаменитой уроженки Нуоро. Грация де Леда получила Нобелевскую премию по литературе в 1926 году. В ясную погоду город хорошо просматривается, поскольку Нуоро находится на горном плато на высоте 500 метров над уровнем моря, то зимой здесь бывают снег и заморозки. Температурный абсолютный рекорд – минус 10 градусов. Зато если вы турист и посещаете Сардинию летом и устали на побережье от жары, посетите Нуоро. И здесь вы найдете как минимум 10 градусов меньше, а если пойдете в горы, то возьмите кофточку или ветровку. Благодаря более прохладному и влажному климату в Нуоро вы найдете настоящий лес. А теперь мы перенесемся в город, который сильно изменился с времен Средневековья. Шучу, конечно, это Абу-Даби. Нуоро так измениться не может. Дома и улицы Нуоро так же прекрасны, как и 100 лет назад. Стиль города почти не изменился. Разве что в центре появились пешеходные улицы, украшенные флагами с обложками книг Грация де Леда. Посмотрите на плакаты с фотографиями старого Нуоро рядом с музеем искусства Ман, чтобы в этом убедиться. Те же улицы, только все мужчины в шляпах. Для нас сейчас важно, что в Нуоро сохранились традиции настоящей сардинской кухни. Никогда не заходите в первый попавшийся ресторан на острове. Спросите у местных, где можно вкусно поесть и честно заплатить. Мы сегодня будем есть прямо на площади, посвященной поэту Себастьяну Сатто, где установлены скульптуры Константина Нивола. Очень рекомендую посетить музей искусства Нуоро, МАН.
Выставки там регулярно меняются, но никогда не разочаровывают. В этот раз мы застали выставку супругов, художников, иллюстраторов, дизайнеров-универсалов Витторио Акарнеро и Дины Альтара. Они рисовали модели платков для дома Гуччи, украшали мебель и ткани для одежды. Но основная часть их творчества – это иллюстрации к детским книжкам. Но делали они и декупаж, и роспись по стеклу, и даже рекламу для круизов, то есть вообще не боялись никакой работы. На выставке представлены работы семьи с довоенного периода 1920-х годов по 1970-е годы, когда семья стала уже очень известной. Когда в Ноору идет дождь, это самое лучшее время ходить по музеям, а потом заглянуть в ресторан и вкусно поесть. Adesso mi emoziono, sbaglio tutto. Non sono abituata a questo. Если вдруг вам надоест местная кухня, то можно поесть суши. All can you eat с фиксированной ценой. Конечно, мы все это съели не в один день. Многие туристы, приезжая в Сардинию, посещают Барумини. Кто-то еще знает колодец Санта-Кристина, но мало кто знает, что в 15 минутах езды от Нуоро находится нурагический комплекс Надуле, где можно увидеть и то, и другое, и много чего еще. Раскопки показали, что это высокогорное место с гранитным основанием было населено уже в IV тысячелетии до Рождества Христова. Многочисленные нураги Домос де Янос показывают, что и в неолите, и в бронзовом веке здесь жили люди. Группа молодых энтузиастов расскажет вам про историю Сардинии и народов Средиземноморья, покажет мегалитические стены и круги. Здесь сохранился даже огромный камень, который пытались расколоть, но работа не была завершена. В проделанное отверстие забивались ветки и поливались водой, пока дерево не набухнет и не расколет камень. Существует версия, что римляне не смогли завоевать Барбаджо, которая так и называется до сих пор от слова «варвары», кто говорил на непонятном языке. Но на территории комплекса при раскопках нашли и 2 римских строения, хотя мы в самом сердце Барбаджо. Большой нурагический комплекс Надуле сформирован из 4 башен и центрального двора и 2 башен, пристроенных к центральной. Он был просто огромный, смотря на диаметр и грандиозность камней в основании. К сожалению, закон сейчас запрещает реконструкцию древних строений, что в прошлые года сделали с Барумини. Даже простые раскопки еще не завершены. Мы практически стоим у 2-го этажа. Недалеко от Нураги на территории комплекса обнаружили 2 ритуальных сооружения – колодец и строение, в котором разводили огонь, и которое имело каменную, а не деревянную крышу, типичную для этого времени. Итак, мы имеем круглый дом для огня, а у входа небольшая чаша для омовений из камня. Напротив – ритуальный колодец с водой, а у входа небольшой символ огня, такой же, как и в центре круглого строения. Сегодня мы не знаем, для каких целей все это было построено, но мне это очень напомнило восточный символ сохранения энергии инь и янь, реализованный в древненуражском исполнении. Отдельно хочу остановиться на уникальном древнем колодце, сделанном куполом из разноцветных тракитовых блоков, идеально подогнанных.
Колодец был прорыт не в глубину, как обычно, а собирал воду, вытекающую из подземной водоносной жилы. Вода в нем была почти до наших дней. Коровы приходили пить из этого древнего колодца, пока не было денег на раскопки. И во входе оставили след от рогов, пробили, просовывая голову, чтобы напиться. А потом нелегалы-копатели пробили дыру в дне колодца, и вода ушла. Come potete vedere, l'impianto pozzo è stato fatto tutto in trachite, poi si va avanti in granito e la chiusura era fatta con materiali. Vediamo il giallo, il bianco, Era il un'immagine rosa. che avevo visto, ma la cercavo sul fondo. Infatti prima mi sono avvicinato, cercavo sul fondo e non lo vedevo, dicevo, ma e mi mancava qualcosa. Adesso è una scoperta. Ma è comunque umida ancora sotto. Мы с вами посетили только маленькую толику того, что можно увидеть в Ноору. Приезжайте обязательно. С вами Марина Брандуци и до новых встреч!